8 лет строгого режима получил пособник террористов, который вербовал и отправлял боевиков в Афганистан, Пакистан и Сирию. История преступления и наказания этого обвиняемого примечательна тем, что за решеткой гражданин Узбекистана должен был оказаться еще в 2010 году, но экстремист бежал в Россию. Сотрудники ФСБ вычислили его, задержали и были готовы выдать по запросу коллег. Но случиться этому помешал Европейский суд по правам человека и правозащитники, имеющие статус иностранных агентов. Решетки, длинные коридоры, бдительная охрана. При передвижении за пределами камеры осужденный должен держать руки за спиной. Живахир Эшанкулов хорошо знаком с местными порядками. По нему, как говорится, плакали сразу две тюрьмы. Сначала в Узбекистане, потом в России. Я с ребятами общался, когда в мечеть ходил по пятницам. И с ними общался насчет религии. И я им показывал, что вот так, надо, ислам помогает там. Перед нами профессиональный вербовщик. Сначала сам увлекся запрещенными идеями, потом знакомился с религиозными фанатиками. Убеждал их, что они в кругу избранных и должны примкнуть к террористам в Афганистане или Сирии. А если морально еще не готовы, для начала можно стать спонсором боевиков. Оказаться за решеткой он должен был еще в 2010-м, когда объявленного в розыск в Узбекистане преступника задержали наши спецслужбы в Москве. Но тут у пособника террористов нашлись заступники в лице правозащитников, признанного иноагентом Комитета «Гражданское содействие». По их совету он написал жалобу в Европейский суд по правам человека. Нужные слова подбирал адвокат. И я, и адвокат, который «Гражданское содействие», они тоже, может, понимали, и я тоже понимал, что я виновный, и все равно получили компенсацию от государства. И выручено было эти деньги, когда я вышел. ЕСПЧ не просто запретил экстрадировать обвиняемого на родину, ссылаясь на то, что ему грозит несправедливый суд и пытки. Пособнику террористов присудили компенсацию 20 тысяч евро. Победа в Страсбурге дала ему возможность спокойно оставаться в нашей стране и продолжать собирать деньги на нужды джихада. Как правило, освобожденные террористы мгновенно уходят в подполье, могут обзаводиться поддельными документами, а затем либо продолжать противоправную деятельность в РФ, либо выезжать в третьи страны. Известно много случаев, когда выпущенные по решению ЕСПЧ боевики потом оказывались с оружием в руках в Сирии или даже совершали террористические акты. По имеющимся данным, с 2009 года ЕСПЧ блокировал экстрадицию в страны исхода более 100 находящихся в РФ террористов и экстремистов. И все это стараниями людей из Комитета «Гражданское содействие», признанного Минюстом иноагентом. Главная заступница особо опасных преступников, по вине которых могут погибнуть десятки, если не сотни людей, руководитель Светлана Ганушкина. Мотивом правозащитников, которые отстаивают интересы экстремистов и спешат назвать их политзаключенными, есть разумное объяснение. Руками таких борцов за права и свободы нередко действуют западные структуры, преследующие антироссийские цели. Вот совсем недавно Ганушкина принимала в своем столичном офисе делегацию из посольства Канады. Скажите, пожалуйста, почему вы решили посетить сегодня в офисе гражданского содействия? Что будете обсуждать? Вы приехали на встречу со Светланой Ганушкиной? Некоторых даже вышло встречать лично. Для чего вы сегодня пригласили представителей иностранного посольства? А что будете обсуждать с ними? Ну почему же? Поделитесь, расскажите нам. Ганушкина и ее коллеги никогда не стеснялись выражать симпатию радикальным группировкам. Вот, например, в Москве на Всероссийском съезде прав человека правозащитники приняли резолюцию, прямым текстом потребовав пересмотреть судебные решения по признанию террористической организации Хизбут Тахрир, а заодно экстремистской свидетелей Иеговы и Меджлис. А это Ганушкина на конференции в Брюсселе с высокой трибуны приветствует собравшихся. Перед вами выступает 4 иностранных агента. Я занимаюсь простой вещью. К нам приходят люди, и я им помогаю. В числе тех, кто, по мнению Ганушкиной, остро нуждается в помощи, Ахмед Закаев, чеченский террорист, объявленный в России в розыск. Или вот эта преступная группа с гранатами и тротилом, задержанная за подготовку взрыва на Рижском вокзале. Быстро!
Яркий пример разбирательства, в котором ЕСПЧ встал на сторону боевиков и удовлетворил их жалобу, процесс над исполнителями подрыва Невского экспресса в 2009 году. Теракт унес жизни 28 человек. Всего же по всем делам ЕСПЧ обязал российскую сторону выплатить около 2 миллиардов евро. Депутаты и юристы говорят, безусловно, следовать решению международных судов можно, если они не противоречат логике российской правовой системы. Зачастую ведь та сторона даже не смотрит на факты. Да? Она смотрит процедура. Вот нарушена процедура, вы обязаны им заплатить, потому что мы так считаем, нарушаются там права человека, а вы не хотите их отстаивать. Но при этом не смотрят, что это человек-террорист, что какое преступление он совершил, что это просто зацепка этого человека за то, чтобы получить. Ладно, что компенсацию от нашего государства. Так еще быть оправданным, еще надо его охранять, его не надо передавать другой стороне, которая, кстати, его считает преступником. Порочной практике пришел конец. Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта этого года, не будут подлежать исполнению. В связи с прекращением участия Российской Федерации в Совете Европы, очевидно, возникнут соответствующие правовые последствия применительно к взаимодействию с ЕСПЧ. При этом во главу угла, как и всегда, будут поставлены положения Конституции России, гарантирующие каждому судебную защиту. Так что манипулировать законом людям, называющим себя правозащитниками, станет сложнее. Кстати, судьбой Эшанкулова Комитет «Гражданское содействие», признанный иноагентом, почему-то больше не интересуется. В ближайшие дни пособника террористов этапируют в колонию, где он проведет 8 лет. Дарья Масалова, Роман Куложенков, Диана Мативосова, Марина Старкова и Дмитрий Логинов. НТВ.